В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Согласно указу президента Абхазии Рауля Хаджимба, на Министерство экономики возложена ответственность за деятельность управления по транспорту республики. В связи с этим Рауль Хаджимба поручил министру экономики навести порядок на автовокзале ПСОУ. В четверг представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД провели рейд с целью выявления нарушений и упорядочения работы частных перевозчиков пассажиров. Каждый раз в преддверии курортного сезона вопрос организации работы на КПП ПСО приобретает особую актуальность. Ведь от того, как государственная граница встретит гостей Абхазии, зависит не только настроение въезжающих в нашу республику людей, но и имидж всей страны. Нередко после так называемого гостеприимного приема мы наблюдаем, как отдыхающие оставляют в интернете негативные отзывы. И это неудивительно. Некультурное, а порой хамское поведение некоторых наших граждан никак не способствуют началу приятного отдыха. Вот эти кадры с камеры наблюдения на границе вряд ли нуждаются в комментариях. Большинство таксистов, работающих на границе и таким образом встречающих гостей Абхазии, даже не имеют разрешительных документов. В начале июня все частники-таксисты были предупреждены о необходимости оформить свою деятельность. Министерство экономики готово было пойти им навстречу и оформить документы по упрощенной схеме, но ни один из водителей так и не появился. Мало того, что люди не имеют никаких лицензий, документов, они, очень агрессивно предлагают свои услуги, мягко скажем. Это не вписывается ни в какие нормы, ни абхазского нашего этикета, ни общемировые стандарты. Поэтому было принято решение провести там рейдовое мероприятие. Президент провел совещание, где дал конкретные поручения. Я пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство внутренних дел, Гарри Анатольевича Ашпа в первую очередь, которые прямо оперативно они все отреагировали. Рейд, который провели представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД, выявил не только отсутствие разрешительных документов на перевозку пассажиров. Во время рейда было проведено и освидетельствование водителей, в результате которого у 4 таксистов в крови были обнаружены наркотические вещества. Эти люди задержаны и находятся в МВД. Вы можете себе представить ситуацию, когда государственная граница переходят туристы. Первое, с чем сталкиваются гости нашей страны, это люди, которые, часть из них под наркотическим воздействием, часть из них, мягко скажем, выглядит неподобающе. Вы бы поехали в такую страну отдыхать со своими детьми, со своей семьей? Вряд ли, правильно? Но это все потом появляется на чатах в интернете, туристических чатах. И вот отзывы о нашей стране. Между тем, чтобы упорядочить скопление машин, в ходе рейда для водителей такси также были определены конкретные места стоянки. У выхода с таможенного терминала они не должны стоять там, они все должны стоять наверху. И мы там определили места для такси, для маршрутной такси и для автобуса. Это мероприятие не разовое, это будет ежедневно, пока не будет должного порядка. Большинство таксистов с пониманием отнеслись к данному решению, но некоторые после отъезда представителей управления по транспорту попытались снести забор и занять привычные им для перехвата туристов места. Находившиеся на месте сотрудники МВД предотвратили эти противоправные действия. Они и впредь будут следить здесь за соблюдением установленных правил. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия принял руководителя миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Максим Забалуев – новый руководитель миссии МККК. Он гражданин Франции, в нашей стране впервые, и его визит к главе правительства носил ознакомительный характер. Геннадий Гагулия приветствовал Максима Забалуева, отметив, что сложно переоценить роль Красного Креста в странах всего мира во времена вооруженных конфликтов. Миссия МККК в Абхазии работает с 1992 года. В настоящее время миссия осуществляет программу по эксгумации останков погибших и поиску пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. В свою очередь Максим Забалуев поблагодарил Геннадия Гагулия за высокий уровень доверия членов правительства Абхазии и регулярную обратную связь.
Сегодня на всем постсоветском пространстве отмечается День памяти и скорби. 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Внимание! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. План «Барбаросса» вторжение и захват СССР стал поворотным в истории Третьего рейха. За первые несколько месяцев наступления гитлеровцы захватили почти всю европейскую часть Советского Союза. Первые внезапные авиационные удары необъявленной войны пришлись по железнодорожным узлам, военно-морским базам, аэродромам. Главная задача нацистской Германии – властвовать в Азии и Европе. Война также нанесла идеологическую подоплеку. Гитлер и его ближайшие соратники фанатично ненавидели коммунистов. На сопротивление немецким фашистам были брошены все силы. На защиту своего отечества стал весь многонациональный народ Советского Союза. Только ценой огромных усилий удалось достичь перелома в войне, а впоследствии изгнать агрессора. Долгие 4 года люди стойко сражались на фронтах и трудились в тылу. Благодаря неимоверным усилиям советский народ выстоял блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, сражение на Курской дуге. В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, Советский Союз потерял около 27 миллионов человек. В годы войны в Абхазии было развернуто большое количество военных госпиталей, в которых проходили курс лечения десятки тысяч раненых бойцов. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт, более 17 тысяч не вернулись. Из них 22 жителя республики были удостоены высочайшего звания Герой Советского Союза. Воины Абхазии героически защищали свою родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы. Среди героев Советского Союза Владимир Харазия, летчик-штурмовик КЗМА, горбо повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник дома Павлова Алексей Цугба, первая летчица абхазка Мэри Авицба. Невозможно переоценить вклад в победу участников партизанского движения, подпольщиков, сражавшихся в тылу врага. Стратегически важной целью советской армии было не пустить врага на Кавказ. Бои проходили на перевалах Крестовый, Марух, Кохора, Санчара. Сегодня в районе перевала Санчара установлен мемориальный памятник в память о павших в бою за Родину. Великая Отечественная война вошла в историю человечества как самая кровопролитная. Советскому народу предстояло пройти через нечеловеческие испытания, выстоять и победить, избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости людей, Ленинград – символом мужества, Брест – символом отваги, что наравне с мужчинами-воинами землю от фашистов героически станут защищать старики, женщины и дети. Вечная память погибшим, вечная слава выжившим. Сария Смыр, Абхазское телевидение. Научно-практическая конференция, посвященная 65-летию со дня рождения ведущего научного сотрудника отдела языка Абхазского института гуманитарных исследований, героя Абхазии Вячеслава Бганба и кандидата филологических наук, доцента АГУ, заведующей диалектологической лабораторией института Эммы Килба, прошла в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулья. В конференции приняли участие родные, друзья и коллеги ученых. Сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований выступили с докладами о жизни и деятельности двух видных абхазских ученых – Вячеслава Бганба и Эммы Килба. Вячеслав Бганба, известный абхазский ученый-языковед, специализировался в области словообразования, грамматики и исторической ономастики. Является автором более 20 научных работ. Вячеслав Бганба участвовал в различных сессиях, конференциях, симпозиумах и выступал с докладами и сообщениями по актуальным проблемам абхазского языка. Наряду с научной деятельностью он принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа в 1970-80-х годах. Неоднократно выступал в СМИ по актуальным проблемам современного
современной политики. С началом грузино-абхазской войны Вячеслав Бганба, не задумываясь, встал в ряды защитников Отечества. Он воевал на Гумстинском и Восточном фронтах. Известный штурм города Учимчира в ночь с 25 на 26 октября окончилась неудачей. Во время отступления на исходные позиции его подразделение попало в засаду, и большинство бойцов этого подразделения погибло. В этом неравном бою Вячеслав Бганба был тяжело ранен и в бессознательном положении попал в плен. Через некоторое время был переправлен в Тбилиси, где его поместили в тюрьму вместе с уголовниками. Однако тамошние авторитеты заявили, что они уважают человека, защищающего свою родину, и не дадут его в обиду. Затем его обменяли. За проявленное мужество и героизм по защите Отечества указом первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба Вячеславу Бганба было присвоено звание Герой Абхазии. Супруга Владислава Бганба Эмма Килба – выдающийся ученый и общественный деятель, педагог. Друзья и коллеги ее вспоминают как сильную женщину с несгибаемой силой духа, мудрую и по-матерински нежную. Всю свою жизнь она посвятила работе, бескорыстно служа своему народу. В разные годы Эмма Килба являлась старшим преподавателем АГУ, доцентом кафедры абхазского языка, заместителем директора Абхазского института гуманитарных исследований, а также заведующей диалектологической лабораторией института. Изучала грамматику и диалекты абхазского языка, много внимания уделяла истории языка и его проблемам. Она могла сутками проводить в институте, она могла всесторонне заниматься не только изучением абхазского языка, но в целом истории Абхазии, культуры Абхазии. Она оставила должность ученого секретаря и занималась изучением диалектов абхазского языка. И ее кандидатская диссертация тоже была связана с изучением абхазского языка, живущей в Аджаре. Ученые Вячеслав Бганба и Эмма Килба внесли неоценимый вклад в развитие и становление абхазской науки. Они всю свою жизнь посвятили обучению и воспитанию молодого поколения, отмечалось на конференции. Они друг друга дополняли, они друг друга обогащали своими знаниями. В первую очередь, вот, когда они общались, когда они поднимали тему изучения абхазского языка, мы удивлялись, какие у них знания. Вячеслав Бганба и Эмма Килба навсегда останутся в памяти тех, кто был знаком с ними, людьми по-человечески добрыми, теплыми и порядочными. А их труды, без сомнения, будут востребованы среди подрастающего поколения. Саид Джарсалия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31 градус. Температура морской воды плюс 24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.